Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, его мысли, его чувства, его действия. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой интересный у вас мужчина. Ну, козликом показывают вашего мужчину. Причем именно козликом. Знаете, такие козлики есть с длинной шерстью. Горные, наверное. Ну, вот такие самые экстремалы, да? Козлы-экстремалы. Возможно, да, мужчина, которого вы загадали, отличается своими желаниями. Да, он очень экстремальный мужчина. Всегда любит там быть на пике адреналина, либо по характеру такой, да, весь должен быть заряжен адреналином. Ну, либо мужчина отличается каким-то упорством, несгибаемостью, и вот прям что решил, то и делает. Трудно вам с ним, я вижу, очень трудно, но мужчина как будто бы этого и не замечает. Сейчас в ваших отношениях либо какая-то пауза сформировалась, да, может, вы поссорились, не общаетесь, либо отношения зашли в тупик, то есть вы как будто бы в болоте находитесь, ни туда, ни сюда, отношения прям совсем не развиваются. Вас эти отношения немножко тяготят и омрачают, потому что не этого вы ждали, не этого вы хотели, вы почему-то прям так надеялись, что вот такой крутой, но точно будет действовать, точно у нас все будет хорошо. А он, видите, вот на полную включил этого козлика, и хоть ты плачь. Что касается мужчины самого, то он считает, что он во всем прав, что он вот прям такой, как он есть, принимайте, любите, что он лучший из мужчин, что вот пойди еще такого найди, как я, да, не найдешь, я один единственный такой, самый лучший. У него прям такое эго ярко выраженное. И еще я вижу, что этот мужчина очень падок на лесть. Он очень любит, когда ему льстят, когда ему рассказывают, что ты такой, ты сякой, да ты самый лучший. И это прям для него бальзам, мед. Да, он обожает такие моменты. Вот вы его такими моментами не балуете. Скорее всего, вы наоборот стараетесь ему открыть глаза на его недостатки, либо на то, что он не держит слова, на то, что он бездействует, на то, что он там ведет себя, как мальчишка. Вроде взрослый мужчина ведет себя как мальчишка. Вот, и еще какая-то дамочка тут между вами тень бросает. Я не вижу, есть ли отношения, но вот вижу, что тень ее точно присутствует. Возможно, вы ревнуете, возможно, вы считаете, что он там с кем-то время проводит. Возможно, он вас и провоцирует, кстати. Никто не исключает, что он может вас провоцировать. Может, какая-то бывшая все отстать не может, а он не имеет как возможности ей прям четко сказать. Может, она ему льстит, и поэтому он ее около себя и держит. Тоже может быть такой момент. Может, мама такая, вот знаете, лезет в дела сына и рассказывает, кто ему подходит, кто не подходит. Да? Тоже может быть. Ладно, что у него по мыслям? Мысли у него, конечно, тут серьезные. Ему очень хочется вас к себе привязать, ему очень хочется, чтобы вы его слушали, чтобы вы ему в рот заглядывали, чтобы вы реагировали на его мимику, чтобы вы были такая удобная, покладистая, чтобы не бунтовали, да, чтобы его признавали, чтобы последнее слово было за ним. То есть он желает сделать вас покорной, своей девочкой, покорной, карманной девочкой. Он желает вас сделать. Амбиции, я же говорю, у него очень серьезные амбиции. И вот самомнение, которое просто вот зашкаливает, да, важность своей персоны постоянно подчеркивает. Дальше, что у него в чувствах? Чувства у него в раздрае находятся. С одной стороны, он понимает, что он без вас не может, что вы его воздух, что вы его хлеб, что вы его вода. Но без вас он действительно не может. Вы ему нужны. Видеть вас, наблюдать вас, рядом с вами быть. Это прям очень важно. Также он
очень сильно боится вас потерять. Он очень сильно боится, что вы кому-то другому отдадите предпочтение, и вот он как бы от грусти зачахнет и помрет без вас. Очень страшно, страшно вас потерять, страшно отпустить, невозможно, вернее, отпустить. И ревность просто его иногда съедает. Это не просто там какой-то маленький червячок, а это прям, вот знаете, что-то, что сжирает его, да, вот ревность. Иногда он прям до слез напрягается, представляя себе картины, что вы с каким-то другим мужчиной. Очень ревнивый, и мне даже кажется, что он за вами там следит. Даже если вы поругались, не общаетесь, он все равно за вами следит, либо кого-то просит, чтобы за вами следили. Любовь у него к вам есть, но любовь такая, знаете, немножечко неоформленная. То есть мужчина сам для себя не хочет признавать, что он вас любит. Он как-то отмахивается, говорит: нет, это не любовь, это привязка, это то, это сё. Мне просто с ней хорошо. Нет, это не любовь, мне просто с ней хорошо. Возможно, он боится любить. Возможно, он видел, да, к чему любовь приводит. Там несчастные пары, там мужчины, которые, допустим, там друзья могли там влюбиться и из-за этого пострадать, может там быть преданы, либо все как-то, знаете, в тартарары полетело у этих мужчин. Может быть, у него такой был опыт, когда он влюбился, там, будучи юношей, там, первая любовь, и ничем хорошим это не закончилось, и он этого боится. Вот. В отношении вас ему страшно, что если он пойдет на поводу своих чувств, что вы им будете командовать, что он не будет таким крутым, он не будет производить такое впечатление на других людей, а для него это, как бы, знаете, хуже смерти, да? Хочется быть ярким, блестящим, привлекать внимание, быть в центре этого внимания. Вот знаете, как артист какой-то, который не нашел свою сцену. Такое идет впечатление. И, кстати, весь этот его экстрим, да, которым он промышляет, вот эти вот необузданные решения, мысли, действия, это все вот где-то там лежит. Как не хватило ему внимания. Может быть, в детстве он был достаточно таким замкнутым ребенком и, как бы не имел там особо друзей, может, время дома проводил за книжками, за уроками. А теперь, знаете, как дорвался, да, вырос, стал крутым. А хочется, чтобы его уважали, чтобы к нему прислушивались, ему преклонялись, да, чтобы быть лидером ему хочется. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина любит дорогие вещи. То есть у него, возможно, там в холодильнике мышь повесилась, но он там купил себе дорогие часы, либо какой-то там смартфон последней модели. То есть подчеркивает, что смотрите, какой я крутой, да, для него это важно. Может, кстати, из-за этого вы поссорились, потому что все деньги он спускает на такие непонятные вещи для вас, при этом не вкладывается в отношения, при этом ничего не хочет делать для того, чтобы вы могли сойтись в семью, либо проживать одним домом. Так, еще у него в чувствах очень много нежности. Но эту нежность он тоже, знаете, как отбрасывает от себя. Он запрещает себе быть нежным. Типа, я мужик, я не должен быть нежным. Да? Мужику это не к лицу. Откуда у него это убеждение, я не могу сказать. Но то, что он в себе душит эту нежность по отношению к вам, это 100%. Вот иногда прям очень хочется, там, не знаю, по голове вас погладить, прижать к себе, да, там, массажик вам сделать. Но он такой: нет, это проявление нежности, мужику они не к лицу. Вот не позволяет своей нежности проявляться в вашу сторону. Что у него в действиях? Действия тут, как всегда, стремительные: прилететь, набузить, да, взять свое и убежать. Мужчине очень хочется доминировать, причем во всех смыслах этого слова. И я так понимаю, что он готовится к какому-то серьезному разговору, где он поставит перед вами какие-то прям вопросы острые, либо даже как ультиматум какой-то будет, либо ты мне подчиняешься, либо мы расходимся. Но на самом деле он очень будет бояться, что вы его пошлете, либо вы скажете: да, расходимся, иди отсюда. Он не понимает, насколько он действительно зависим от вас, и он не понимает, насколько вы держите в руках всю вашу эту ситуацию. Да? Вот все зависит от вас. То есть если вы захотите продолжения этих отношений, они точно будут продолжаться, развиваться и идти так, как вам нужно. Если вы не захотите, то он хоть будет плакать, хоть рыдать, хоть этим кубарем валяться, он ничего не сможет сделать. Вы не та женщина, которую можно продавить. Вы не та женщина, которая будет ждать, прощать, забывать, на себя забивать. Нет, вы не такая. И он, кстати, за это вас очень уважает.
как раз-таки, возможно, именно это стало ключевым, что его притянуло к вам. Ну, помимо вашей внешности, других ваших качеств, это прям вот как отдельно стоит. Но с другой стороны, он не может этого признать, ну потому что как же, это же он крутой, но женщина не может быть крутой. Даже если вы, там, не знаю, имеете лучшее образование, если у вас карьера лучше развивается, если у вас, не знаю, там, денег больше, да, он все равно не может признать, что вы лучше. Вот, ну, слова в горле застрию, да, он не может признать. Язык к небу приклеивается, он такой не может этого сказать. Так, я еще хочу посмотреть на картах, потому что мужчина загадочный. Не могу понять, то ли у него действительно какая-то травма в детстве была, то ли он сам себя так травмировал. Знаете, вот бывает у мужчин, там, да и у женщин тоже бывает, там уже герои, люди берут с них пример. На самом деле это все как бы от лукавого идет. Мне вот идет, что он живет как будто бы двумя жизнями, и свое настоящее он тушит, гасит в угоду каким-то вот, ну, напускным мыслям, что вот круто, адреналин, мужик главный, там женщина подчиняется, да. Вот по такой глупости, да, проявляя такое упрямство по этому козлику, он может даже разрушить все, что он достиг вместе с вами. То есть я имею в виду отношения вместе с вами, да, он может это все разрушить. Давайте посмотрим, что у него на самом деле, что у него на самом деле в душе, на сердце. Вот какой он на самом деле. Ну, собака — это хорошая карта. Ой, он хороший на самом деле. Скорее всего, поэтому вы его и полюбили. Вы чувствовали, что он хороший. Он может быть и верным, и преданным. Он, как сказать, в трудную минуту, либо в какой-то момент стресса, он сам в себя превращается. Он собака, настоящий друг, преданный мужчина, человек, который не подведет, который способен пожертвовать собой ради тех, кого он любит. В принципе, способен пожертвовать собой. Но вот есть гроб. Что-то произошло в его прошлом, что просто его изменило до неузнаваемости. Душа его просит семьи, семейного счастья, жену, детей, тепло, уют, семейный очаг. Да, вот душа этого просит, но он своей душе это запрещает. Давайте разберемся, что произошло в его прошлом. Все причины, да, того, как он себя ведет, как он себя транслирует, они в его прошлом. Вот не зря я вам сказала, что мне идет какая-то травма, что у него в прошлом произошло. Почему он таким стал, почему он закрывается от своих прекрасных качеств. Да? Быть верным, преданным — это прекрасные качества. Не каждый не может, не каждый умеет. Что у него произошло, почему он таким стал, что произошло. Что у него произошло, почему он стал именно таким. Ну, смотрите, здесь аркан мужчины вышел. Семья, рыба, лилия, письмо. У кого-то отыграется, что это родовая предрасположенность, да, родовое наследие, карма рода, там по мужской линии передается. Все мужчины такие немножко торкнутые. А у кого-то отыграется неправильное воспитание. Возможно, этого мужчину воспитывали неправильно, да, допустим, папа мог ему говорить, что там сопля, нельзя плакать, нельзя проявлять чувствительность, ты должен там всех рвать на части, ты должен быть сильным, смелым, там никого не щади, никого не жалей, не проявляй слабость, да, вот такое воспитание было. И он, будучи маленьким ребенком, там, либо подростком, допустим, был просто сломан, об ногу так взяли его и сломали. Вот, как поранили его, да, вот эта травма произошла. А у кого-то отыграется, что у него не было отца. То есть мальчик рос, например, с мамой, отец вот, ушел, может быть, покинул этот мир, да, не только от него ушел, покинул этот мир. И вот мама его пыталась воспитать вот настоящим мужиком, да, вот прям таким мужицким мужиком. И тоже травмировала своего сына очень и очень сильно. То есть можно посмотреть там на его детские какие-то рисунки, может, стихи писал в детстве, там, не знаю, творчеством занимался, и понять, какой он на самом деле. Но вот его в детстве мне идет сломали. Сломали неправильным воспитанием, либо это карма рода. То есть все мужчины в семье, вот они такие немножко со сдвигом. Давайте посмотрим, изменится ли этот мужчина. Можно ли его вылечить, можно ли его спасти.
Все ли потеряно, либо есть надежда. Ну, надежда есть, и ему согреться надо. Вот в союзе, в кольце ему нужно согреться. Кольцо, брак, дружба, да, вот настоящего друга встретить, либо любовь всей жизни встретить, жениться. Согреться нужно. Еще поможет терапия дорогой, переездом, отъездом, да, сменить локацию. Избавиться от его комплексов тяжело будет, да, там есть проблемы, либо это время займет, но Солнце говорит о том, что все поменяется, что Солнце его взойдет, Луна, под которой он сейчас живет, зайдет, спрячется, а Солнце взойдет, на небе появится. То есть он еще может вернуться к прежнему состоянию. Но будет тяжело, девочки, действительно тяжело, и много времени потребуется, чтобы убрать. Слишком долго он в этом живет. Либо слишком сильно сломали психику, либо родовая карма, она плотно на нем лежит. Так, давайте еще вот на действия посмотрим. Ну, кроме разговора я в отсыпке особо ничего не вижу. Там он пытается молнии пускать, что вот доказать, какой он крутой. Вопрос ребром, либо ты меня признаешь таким, либо иди гуляй, да. Но он же не хочет на самом деле этого говорить. Это его травма его к этому толкает. А какие действительно действия от него будут? Какие будут действия? Хорошие. Хороший клевер вышел. Он вам помогать будет. У вас то ли проблема, то ли вопрос какой-то. Он будет вам помогать. Он будет участвовать в каком-то процессе, защищать вас от кого-то будет. Либо на себя, да, что-то такое неприятное возьмет. Ну, пусть проявлять свою любовь. Смотрите, не словами, но действиями мне идет. Слов, пока вы от него не дождетесь, пока эта травма присутствует. Ему очень сложно говорить о своих чувствах, но можно показывать, да, вот будет у вас провожать сквозь горы, с садом разберется, да, там какие-то семейные вопросы уладит, какие-то документы поможет сделать, денег может дать, с какими-то обидчиками может разобраться. Да, он будет проявлять свою любовь, он будет вам показывать, что я хороший, я нужный, я важный. Пока как рот молчит, да, сердце показывает глубину и искренность его чувств. Я же говорю, не зря его козликом показали. Еще вот эта длинная шерсть, она прям очень красноречивая. То есть мужчина давно уже такой. Он не только к вам такой, он ко всем такой. Вот все его козлом считают. Понимаете, даже те, кто ему там лебезят, льстят, все его считают козлом. Вот. Но он на самом деле не козел. Нет. Это все из-за травмы, либо из-за кармы. Возможно, кстати, да, вы увидели, что он настоящий, другой. Какой-то был момент, что вы смогли разглядеть, какой он на самом деле. И теперь вы надеетесь, что он вернется к прежнему состоянию. Да, надежда есть, но над этим нужно работать. Если вы на себя возьмете эту работу, я думаю, у вас все получится. Вы этого мужчину вернете к нормальной жизни. Вы из него человека сделаете. И избавите от козлиной шкуры и от повадок козла. Если любите, то точно в ваших руках он не пропадет. Если вы только лишь только так познакомились, присматриваетесь, тогда, девочки, лучше обходите стороной, потому что работа непочатый край, и это будет действительно тяжело. И если без любви, то не получится, мне кажется. Да, вы просто в какой-то момент скажете, да зачем мне это все надо, да, иди ты лесом. А вот если любите, то спасете, жизнь его измените, да и свою измените, потому что он собака от природы, да, он очень благодарный, он верный. И если он полюбит, то полюбит одного человека, одну хозяйку, да, на всю жизнь. Да, вы станете хозяйкой его жизни, и он вам сам об этом скажет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.